Согласно действующего законодательства, все субъекты, которые производят денежный расчет с населением, должны применять ККМ. При этом было утверждено постановление за номером 356 2020 года, где был утвержден список субъектов, освобожденных от применения ККМ. На сегодняшний день из 775 налогоплательщиков применяют ККМ всего лишь 3%. Поэтому мы начали масштабную работу по внедрению ККМ. Также нужно отметить о том, что в сентябре у нас был запущен российский пилотный проект, который успешно проходит на сегодняшний день. И думаем, уже с 2022 года он удачно будет внедрен. Данный проект показал о том, что при применении ККМ будут учтены и обелена экономика практически во всех сферах торговой деятельности. На сегодняшний день у нас два типа контрольно-кассовых машин. Это стационарные контрольно-кассовые машины и программные. Программные у нас мы сейчас на сегодняшний день выдаем бесплатно в рамках российского проекта. То есть у нас не ограничено, и каждый налогоплательщик может установить данную программу, подав заявку в УГНС, в котором он администрируется. А стандартные могут приобрести у центров технического обслуживания. У нас их более 14. Применение ККМ должны принести ощутимые выгоды не только государству, но и добросовестным налогоплательщикам. Да? То есть это будет создана равная конкурентная среда, где каждый налогоплательщик будет конкурентоспособен с другим налогоплательщиком, и тем самым должна будет обелиться экономика, да? Экономика нашей страны. В связи с чем мы сделали упор на контрольно-кассовые машины. На сегодняшний день идет неправильное толкование среди налогоплательщиков. На самом деле все субъекты, которые производят реализацию до 8 миллионов в год, они освобождаются полностью от налогов. Единственное, что они должны сделать, это должны подключиться к ККМ, да, и пробивать чеки. Это единственное условие нашего государства. То есть, если до этого налогоплательщик приобретает патент, после он также должен будет также устанавливать ККМ, то на сегодняшний день указом президента все налогоплательщики, которые работали на основе патента, они будут освобождаться от приобретения патента. При этом они должны также использовать контрольно-кассовые машины при расчете с населения. Те налогоплательщики, которые на сегодняшний день превышают этот порог. При этом мы хотим сказать о том, что если превысил, то там всего лишь за превышенную сумму налоги составляют от 2 до 4%.